Ну, это работа тяжелая, настоящая мужская работа, необходимая в данный момент. Эту проблему мы можем решить только сообща. Наша страна, она просто есть. Ее надо любить, как маму, как папу. Вот так. Наши же деды тоже не выбирали, когда уходили на войну. Была проблема. Вставали и шли. Никто же не плакал, никто не убегал. Они просто, скажем так, зажмурив глаза, шли вперед. И решали проблемы, решали задачи. Тогда тоже было страшно, очень было страшно. Но победили ценой усилий, ценой героизма, ценой самопожертвования. Дебальцево, Краматорск, Артемовск, Мариуполь, Макеевка. Эти названия уже звучали в военных сводках в этих краях 80 лет назад. В 1943-м была освобождена Донецкая земля, и именно тем событиям посвящен этот мемориал. Говорит Москва. Генерал-полковнику Толбухину, генералу армии Малиновскому. Войска Южного и Юго-Западного фронтов в результате умелого маневра и стремительного наступления одержали крупную победу в Донецком бассейне над немецкими захватчиками. Сломив сопротивление врага, наши войска в течение 6 дней с боями овладели городами Дебальцево, Иловайск, Лисичанск, Янакиево, Горловка, Чистяково, Славянск, Артемовск, Краматорская, Константиновка, Макеевка, Красноармейская, Ясиноватая и областным центром Донбасса городом Сталино. Город Сталина после 1961 года стал называться Донецком. Артемовск был Бахмутом до 1924 года, когда получил новое имя в честь советского революционера. В 2016 снова стал Бахмутом, тогда же демонтировали памятник революционеру с псевдонимом Артем. В 2022 вернули название Артемовск. В мае 23-го снова стал российским. Остальные города, прозвучавшие в этой хронике, остались с прежним названием, которые звучат и в современных военных сводках. На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои за овладение западными кварталами города Артемовск. Подразделения южной группировки войск сдерживали противника на флангах штурмовых отрядов. Ракетными подразделениями группировки «Юг» поражены пункты временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ, подразделения сил специальных операций украинской армии и батальона иностранных наемников в районах населенных пунктов Константиновка и Краматорск. На Купянском направлении подразделения западной группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение скоплением живой силы и техники в районах Макеевки, Ивановки, Чугуновки и Сеньковки. На каждом направлении служат добровольцы, мобилизованные контрактники из Татарстана вместе с представителями других регионов. Для всех за спиной их большая родина, которую приходится защищать снова и снова. Ген победы передается из поколения в поколение. К 20-летию победы в Великой Отечественной войне вышел документальный фильм «Обыкновенный фашизм». В нем использовано много трофейной кинохроники. Нацисты хотели оставить эту память потомкам. Хотели, чтобы такими их запомнили на этой земле. Киев, кстати, одним из первых городов Советского Союза подвергся нападению нацистской Германии. 22 июня
ровно в 4 часа. Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Первая партия продуктов Украина-Берлин. Сам министр продовольствия вышел встречать эшелон. Ради такого торжественного случая сняли даже магазин. Очевидно, для того, чтобы показать, как хорошо в Третьем Райхе, как сытно. Гитлер говорил, что прирожденная раса господ – это только немцы, и что они призваны владычествовать над всем миром. А что славяне – это прирожденная раса рабов, что большинство русских нужно уничтожить, а тех, кто останется в живых, нечего учить грамоте. Что украинцев следует снабжать бусами, как все колониальные народы. Куда-то делась историческая, генетическая память на этой земле. В 21 веке здесь открыто ходят со свастикой, открыто призывают к уничтожению неукраинцев. Открыто подражают тем самым нацистам, которые бомбили эту землю и уничтожали этот народ. Героев возвеличили предатели Родины, которые тоже уничтожали свой народ. По мне так. Смотрите, то, что Степан Бендера герой для какого-то процента украинцев, и это нормально, и это классно, это один из тех людей, который защищал свободу Украины. Да. Сепаратистами стали называть тех, кто не захотел подчиниться тем, кто путем вооруженного переворота пришел к власти. Зима 2014-го. Киев. Майдан. Люди в национальных вышиванках и с флагами Украины тащат и добивают уже не сопротивляющегося защитника конституционной власти. Не хотели в Донецкой и Луганской областях такого. В Центральном парке Луганска есть несколько композиций в память о бомбежке в июне 2014-го. Здесь погибли мирные люди. Налеты были неоднократными. Сегодня я пришла с работы, лежит мужчина возле подъезда. Такого никогда не было. Ребята, остановитесь! Что вы делаете? Я знаю. Почему так? Почему мы своих детей хороним? А это Донецк, 2019 год. Про специальную военную операцию еще не было и речи. Ополченцы Донбасса ведут пленного военного, так называемого бойца АТО, антитеррористической операции. Операции против тех, кого они называли сепаратистами. Ведут к аллее ангелов. Аллеи в память о детях, погибших от обстрелов армии Украины. Я сейчас стою, как, не знаю, как вот овца заблудшая. Серьезно, внушали одно, говорилось одно вот так вот. А сейчас я смотрю, вижу совсем другое. То есть для меня просто шок это все. Самый большой шок — это дети. Я просто сам отец. Есть ли еще вопросы, почему началась специальная военная операция? Как было принято решение вообще пойти добровольцем? Ну, меня этот вопрос мне задал сын старший. У меня их двое. Когда я уже принял решение, что восстанавливаюсь в вооруженных силах, он меня спросил: папа, а зачем ты идешь? Ну, тогда вот ему 8 лет было, я ему показал аллею ангелов на Донбассе, где имена и фамилии детишек, которые погибли. Я говорю: сынок, чтобы вот фамилии вот этих вот там и имен детишек не стало больше. 5 мая 2015 года был открыт этот мемориал в Донецке, задолго до начала специальной военной операции. 70-летие победы в Великой Отечественной войне в Донецке отмечали парадом, несмотря на возможность непрекращающихся обстрелов. Чествовали ветеранов той войны и современных защитников. И почти как в 41-м с парада сразу на фронт уходили военные. Мы здесь для того, чтобы наши семьи не увидели всего того, что увидела эта многострадальная земля. Мы здесь для того, чтобы в мире не было ни фашизма, ни нацизма. Это очень такой вопрос серьезный.
У меня дед воевал, я вообще кадровый военный. Вот. Дед воевал в том числе и здесь, поэтому немножко тогда с ними не закончили. А они нам спокойной жизни не дадут, если нас бы здесь не было. Наверное, воспитание такое. У меня прадед всю войну прошел. Даже он рассказывал, что это еще нам наукнется, то, что вот они бандеровцев здесь до конца не зачистили. И как видим, наши деды были правы с этим. Вот пришлось теперь правнукам также бороться с нацизмом. Народ, который здесь проживал, они славянский народ. А потом уже после Второй мировой войны вся вот, как бы сказать, вот эта нечисть, она осела, а теперь ну, дает о себе знать и просто не дает нормально жить людям, которые проживали здесь и которые себя считают русскими. Под словом «русский» здесь имеют в виду не национальность, а принадлежность к стране, к России. Для тех, кто напротив, все эти ребята тоже русские. Русня, как их называет противная сторона, независимо от национальности. В подразделениях, сформированных в Татарстане, служат представители разных национальностей и уже не только из нашей республики. А для соседей, стоящих рядом подразделений из других регионов России, они все татары, опять же, независимо от национальности. Сам я не с Татарстана, я вообще с Дальнего Востока. Я когда шел изначально, как бы я не знал даже, что это татары будут. Я уже пришел сюда, как бы, ну, пришел, все, назначили на должность, еще никого не было вообще. А потом уже буквально через 2 дня сказали, что батальон будет национальный, Татарстан. Опасений никаких не было, наоборот, был какой-то интерес. Что-то такое особенное, интересное. А так вообще портрет, ну, взрослый уже, взрослый, устоявшийся человек. То есть, как бы, есть у него понятия какие-то, цель, понимание того, что для чего он здесь находится. Изначально шел с ремонтной ротой, а потом по ходу службы попал в батальон Тимер. Вот, и здесь вот поваром стал каким-то образом. Сам откуда? Призывался с Омска. Тут есть люди, да, из Новосибирска, ну, как бы, по чуть-чуть. В основном общая масса это, ну, татарские, ну. Командир именного татарстанского батальона, кадровый военный из Ижевска, был близок к Татарстану и географически, и по гражданской работе, когда был в запасе. Эти кадры мы снимали на Артемовском направлении. Тут боевое братство, можно сказать, уже более ближе. Единство, оно, конечно, всегда единство. Все, батальон единый у нас. Здесь нет, никто ничего не делится по национальным признакам, я имею в виду. Потому что мы едины, мы победим. Надо победить все это. Быстрее все это закончить. Много очень недружественных стран против нас. Этому сдавшемуся в плен бывшему военному армии Украины 22 года. Возвращался с учебы и оказался в армии. На блокпосту забрали. Обучение я проходил в Великобритании с КМБ. Там у нас было учили пользоваться оружием, медицина. Над нами работали психологи, чтобы мы не любили русских солдат и вообще всех русских, чтобы мы их убивали. Снова немецкая техника ездит по этой земле. Вооружение приходит тоже с той стороны. Трофей, боевая машина пехоты, Мардер. Надписи в салоне дают понять, от кого и для кого поступили эти машины. И не трезубец, символ Украины на броне. Обозначения снаружи очень сильно напоминают кресты, которые были нарисованы на нацистской технике во время Великой Отечественной войны. Вооружение тоже часто встречается не украинского производства. Это американский гранатомет, аналог нашего отечественного АГС. Это мина 60 мм. Польская. Патроны 223 итальянского происхождения. Сейчас американский, видите, написано. Они до сих пор преследуют фашизм, они еще мстят. Бандера — это годы Великой Отечественной части страны. Вот они, видите, считают это. Для них это нормально, распространенно. Ну, не своя идея фашизма. И снова, как 80 лет назад, в освобожденных населенных пунктах выдружается флаг страны-освободителя. На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили город Авдеевка Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в западном направлении. В освобожденной Авдеевке, которая тоже звучала в сводках Великой Отечественной, местные жители получают помощь от российской армии, вспоминая неспокойные годы. Здесь вот 17-й год
РСУ здесь. Танки заезжали, корреспонденты только приехали на Химик. По Химику отстрелялись и уехали. А потом говорят, это ДНР, Россия все стреляет. Сами себя. Хотя, да, сами себя, хотя все видели и все знают, что это стреляла Украина. Фаза 300 метров, давай. Рискуя попасть под обстрел, российский военнослужащий из Татарстана с позывным «Фаза» неоднократно вывозил раненых на этом самом мотоцикле. То есть ждут, пока ты уйдешь. Хороший мотоцикл «Урал». Он спасал нас много раз. Самое большее я вывозил 5. Сюда 2, 1 сюда, 1 на сидовку. Так, садимся уж. Главное вывести, да? Да, там... Не до комфорта. Нет, там люди куда угодно садятся, лишь бы только выехать оттуда. Вы даже не представляете, какие они счастливые, когда видят Урал. И как ребята только услышали звук Урала, я еще даже не доехал, они уже из посадки вытаскивали его навстречу мне, чтобы я быстро сел и уехал. Потому что работает камикадзе, работает артиллерия, работает полька. И чтобы это все не попали, ребята быстро загрузили, и я как заехал 80 км в час, так и оттуда и вылетел 80 км в час. Туда с боеприпасами, продуктами, обратно с людьми. Количество рейсов и спасенных жизней не считал, не до этого. Бывало, что те, кто ждут, сами его спасали. Не раз было такое, что я еду на мотоцикле, надо мной появляются коптеры, и ребята просто начинают стрелять по коптерам, чтобы по мне не было цели. Ну, это такое тоже бывает. Все взаимно. Все взаимно. Кто-то бережет, все друг друга бережем, и все друг друга понимаем, что мы все нужны. Ну, как-то так. Братство, военное братство. Я хочу пожелать ему самого наилучшего всего, чтобы он вернулся домой к своим родным. Это будет наша общая победа, что важно участие каждого, любое участие для создания, достижения этой победы. Условия полевые, состояние постоянной напряженности, мысли всякие, люди разные. Здесь и профессиональные военные, и те, для кого главным оружием недавно было слово. Учитель истории и английского языка из Заинского района пришел сюда добровольцем. В школе об этом узнали только в начале учебного года. Я патриот. Как учитель истории я очень хорошо изучал историю России. Для меня очень эти страницы наших историй предков, которые проливали здесь кровь на этой земле, это мой дом, это дом моих предков. У меня на этой земле погибли, потерялись. Не можем найти следов двоюродных дедов в 1942-1943 году. Сложно отвлечься от этой реальности, когда находишься в ней круглосуточно, без выходных и праздников. Когда бывает особенно тяжело, особенно грязь, дождь, и ты первым делом ассоциируешь, что предки выживали и в еще худших условиях. Им было еще сложнее. То есть и держись, борись, вперед. Пожалуй, каждый, находящийся в зоне специальной военной операции, может сказать, что здесь изменилось сознание, что по-другому стала восприниматься мирная жизнь. Те вещи, которые были обыденными, здесь стали особенно ценными. Просто возможность помыться, выстирать одежду, приготовить горячую еду, поговорить с родными – уже большая ценность. А когда приходят такие весточки от незнакомых, становится особенно тепло. Нам пришло письмо от детей. Мама, дышит девочка Катя. Для детей важно знать, что их письма получено, что это вот, смотрите, видите, как красиво нарисовала дом. Вот это письмо очень сильно проникновенное, мы все прочитали, нас очень всех это задело. Вы и твои товарищи настоящие патриоты. Я уверена, что удача и справедливость будет на вашей стороне. Вы обязательно победите. Возвращайтесь живыми и здоровыми, мы будем вас ждать. Та самая девочка Катя, ученица Мамадышского лицея номер 2, когда писала письмо, не думала о том, что боец за 1000 километров отсюда так внимательно несется к нему. Я думала, как мое письмо прочитает солдат, как он будет рад, как он с улыбкой на лице его прочитает, как в нем появится сила, вера в себя у него появится.
И, конечно, не было мысли о том, что на ее письмо боец ответит, и письмо с фронта дойдет до нее. Хочу сказать тебе и твоим одноклассникам, друзьям, школьникам своей школы, учителям огромное спасибо за поддержку и теплые слова. Для нас это очень важно понимать и осознавать, что дело наше правое, дома нас ждут и не забывают. Хочу вам всем сказать, что это будет наша общая победа, что важно участие каждого, любое участие для создания, достижения этой победы. Ведь только после этого будет мир и мирное небо. Победа будет на нашей стороне, да, и мы обязательно победим. Мы и все вместе, страна, и в единодушном порыве, только мы можем это сделать все вместе. Хотел бы сказать большое спасибо Валерию и Тигру за предоставленный фидбэк. Вот так вот и едем в нашем любимом поселке. Эти слова благодарности от бойца с позывным «Барс» в адрес семьи с фамилией «Тигр» из Набережных Челнов. Они покупают, ремонтируют и отправляют на фронт автомобили «Нива» и такие вот мотоциклы. Благодарные военные находят возможность во время короткого отпуска приехать отблагодарить. Я даже сейчас могу вам показать письмо. Он же такой же воин идет на посадку. Я очень сильно обрадовался этому и думаю, почему бы не сделать тоже приятное. Я была очень рада тому, что ко мне пришел солдат, и у меня был сегодня плохой день из-за того, что я не выспалась, но когда пришел солдат, у меня сразу же поднялось настроение. Я тоже откладываю свои деньги, чтобы купить солдатам различные вкусняшки, зефирки, шоколадки, конфетки. И я еще отправляю рисунки туда. Что рисуешь? Я рисую солдатов, и пишу туда приятные слова, чтобы, у них была мотивация, то, что за них кто-то переживает и ждет их с победой. Мирослава, младшая дочь в семье Валерия «Тигр», можно сказать, стала автором нового позывного своего отца. Который мы купили ребятам на СВО. Это батек. Ребятам скинул, и ребята там Барс такой: о, батек всех батьков. Я его называю так, он даже у меня записан так. Изначально я вообще этого не знала. Папа как-то спонтанно продал свой Гелендваген и купил 5 Нив. Я была очень удивлена этому. Позже он мне сказал, что эти Нивы отправятся на СВО. Я в этот момент была им очень горда и поддержала в его этом решении. Старшая дочь Валерия, Есения, студентка одного из казанских вузов, говорит о том, с чего началась помощь фронту. Гордится тем, что отец патриот на деле. Каждый должен быть причастен к этому, так как это наша страна, мы здесь живем. Я вот сегодня проснулась, прекрасная погода на улице. Это все благодаря нашим воинам, благодаря тому, что они воюют для нас, ради своей семьи. Мы так-то с папой часто общаемся на эту тему, и мы даже иногда с ним звоним ребятам и спрашиваем, как у них дела, там переписываемся с ними. Я не считаю, что кто-то тут должен оставаться в стороне, потому что мы все живем и ходим по этой земле. И если мы будем одним целым, тогда мы одержим победу. Мы защищаем всех, как наши деды защищали весь мир. То же самое повторяется, как наши деды воюют. И ребятам уж будем помогать всегда, чем сможем. Есть деньги, набрали, мы взяли что-нибудь. Нету. Будем стараться, работать. На Россию много кто нападал. И всех мы побеждали. И будет все отлично. Для меня этот праздник будет не просто День Победы. Это деды мои воевали, прадеды. Да. У меня прадед полковник, прабабушка вообще прапорщица. То есть, мама мне говорит всегда, что есть что-то у тебя такое, то есть военное. Все-таки от корней это не уйти. Братские сердца здесь тоже гибнут, ребята. И я этого точно не забуду никогда. Изменилось, наверное, более такое трепетное чувство. Ты понимаешь, что наши деды сделали за тот период, и как им было сложно. Сравниваешь с собой и понимаешь, что это действительно великий день нашей страны. И я считаю, да, это самый главный праздник нашей страны. Не было бы этого дня, не было бы нас. Кто есть и не мы, вот так скажем, да? Я не знаю, сидеть там, прятаться. Это сейчас идет история. Это такая история, как есть шанс
поучаствовать в этой истории. Шагает строй победный наш, бессмертный с нами полк. Еще никто и никогда нас победить не смог. Идут солдаты смело в бой, заплатит враг сполна. Горит свеча, за ней стоит великая страна. Горит свеча, как память о погибших, как сила.